Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, почему он не действует, чего он ждет. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну вот вам и ответ. Почему он не действует, чего он ждет? Чего он ждет? Счастливого случая он ждет. Приятного, либо благоприятного стечения обстоятельств. Боится он очень сильно. Девчонки, боится. Смотрите, эта отсыпочка подойдет для тех, кто только лишь друг к другу присматривается. Ну, допустим, вы знакомы, вы друг другу симпатизируете, но пока между вами там ничего особо не происходит. Ну, либо для тех, кто, например, поссорился. Здесь мужчина очень сильно боится, что вы его пошлете, да, что он будет жестко послан на небо за звездочкой, а может быть куда и подальше. Он вас тут показывает такой грозной женщиной, такой, знаете, снежной королевой. У вас меч, у вас щит, у вас лицо такое, знаете, без улыбки. И еще у вас очень умная голова. Вот. С одной стороны, он как бы вами восхищается, с другой говорит, не-не-не, она такая жесткая. Она так может рубануть этим мечом, мало не покажется. Тут риск, он говорит, риск пока не оправдан. И я пока не решаюсь рискнуть, хотя очень хочется. И хочется, и страшно, и хочется, и страшно. Но чувство самосохранения ему подсказывает, что пока не стоит, пока вы не готовы. Ну, либо он не готов, тоже может быть. Да, странный, конечно, мужчина, но у нас у всех свои странности, да, будем откровенны и честны. Все мы странные. Так, а что вы еще должны знать? Мне вот не нравится, что у него там за спиной какие-то странные люди стоят. Один из них это женщина. Да, имею в виду люди, да, женщина. Женщина, которая на него глаз положила, либо которая очень хочет, чтобы он стал ее. Женщина дает ему какие-то идиотские советы, либо рассказывает какие-то идиотские истории, как запугивает его, еще больше подливает масло в огонь. Знаете, сдается мне, что у нее коварный план, типа я твоя помощница, типа я твоя подруга, так я тебе как втирусь в доверие и потом тебя соблазню. Вот очень похоже на такую историю. И какой-то глупый мужчина, ну, я так понимаю, друг. Друг, который, ну, то ли выпить любит, то ли еще что он там любит. Вот, ему как бы личная жизнь, личные взаимоотношения неинтересны. Ему бы погулять, покуролесить, ну вот она его плоскость интереса. С такими друзьями очень тяжело, очень тяжело. Как говорится, врагу не пожелаешь иметь таких друзей. Ну что ж, что есть, то есть. Что есть, то есть. Между вами камень большой. Камень преткновения, я так понимаю. Где-то вы действительно не сошлись, либо действительно вы слишком разные по темпераментам, по характеру, по, не знаю, восприятию себя и окружающих, но абсолютно разные. И этот камень, он хоть и большой, но он очень такой, знаете, мягкий, сыпучий. То есть его очень легко можно сломать. Но нужно ломать его с двух сторон. Вы-то готовы ломать свой камень, а мужчина боится, очень боится. Очень. Знаете, сдается мне, он из той серии мужчин, которые долго запрягают, а потом быстро едут. Как только он перестанет бояться, как только он почувствует уверенность в себе, в том, что вы его не пошлете, в том, что он вам нравится, вот, он начнет действовать и действовать более открыто и более, скажем так,
настойчиво в вашу сторону. Здесь нужно вам подумать, девочки, как ему просигнализировать, либо как ему там подмигнуть, маякнуть, ну, либо, не знаю, самой что ли открыться. Но это, наверное, навряд ли, потому что вы женщина гордая, но не пойдете вы ему открываться и не станете ему навязываться. Нет, это не про вас. Хотя, если прям уже очень хотите его, то почему бы и нет, он этому очень обрадуется. И еще, знаете, мне кажется, что он ищет сильную женщину, такую, как вы. Это его мечта была, сильная женщина. Возможно, у него мама с сильным характером, женщина. И вот ему бы хотелось и жену такую же себе. Подругу жизни такую же хотелось бы. И вообще, знаете, вот эта тема. Вы ему очень сильно кого-то напоминаете. Скорее всего, маму напоминаете, но не по внешности, а скорее по силе характера. Либо по подаче, либо по роли, которую вы занимаете в жизни. Вот прям он тянется к вам, душой тянется, да, это есть. Так, а вы, девочки, и правда какая-то прям расстроенная. Я не вижу вас нежной королевой, я просто вижу вас немножко расстроенной. Возможно, из-за него вы расстроились, да, из-за того, что он не проявляется. Вроде симпатия есть, и вроде как тянемся друг к другу, а он вот все там сопли жует. Вот. А может быть, вы расстроились, ну, каким-то проблемам, каким-то сложным ситуациям. Может, просто устали. Устали, потому что однообразие, потому что ничего не происходит, не меняется, только, как говорится, ухудшается. Вот. Ну, у кого-то по здоровью, может быть, какая-то проблемка нарисовалась, вылезла. Вот. Все вы разные, конечно. Но вот вижу, что вам сейчас не до улыбок, вы грустная стоите. А он смотрит на вас и думает, что вы на него злитесь. Представляете, какого ума мужчину вы себе отхватили? Да. Он все воспринимает как будто бы, ну, на свой счет. Вот есть такая фишечка у него. Ну что ж, тогда надо, девчонки, улыбаться. Улыбаться, несмотря ни на что. Смотрите, здесь четко показали взаимоинтерес, взаимное увлечение, взаимное желание. И еще показали, что вы очень хорошо друг к другу подходите. Либо у вас вместе очень хорошо жизнь сложится. Этот мужчина, он не идеальный, так же, как и вы не идеальная женщина. Но у вас очень хорошие отношения получатся. Вам ничего не нужно будет менять в себе, вот, а он будет этому и рад. Ну, потому что, вот я сказала, да, характер, скорее всего, у мамы его такой же характер был. И вот он вас, вот это ощущение, что он вас хорошо знает, да, он может предугадывать ваши мысли, ваши желания. Ой, это просто песня будет. Просто песня. Не знаю, знакомы вы с его мамой, не знакомы. Если не знакомы, будет большим для вас сюрпризом. А если знакомы, вы можете это отрицать, но у вас характеры похожие. Вот правда, правда говорю. Очень похожие. По крайней мере, мужчина это считывает. Он это показывает здесь в отсыпке. Так, про мужчину хочу сказать. Вот он сидит в этом своем вакууме, в этой своей баночке, за вами наблюдает. И так, чтобы вы особо там не увидели, что он за вами наблюдает. Ну, стесняется, да, стесняется. Вот, и очень переживает, что вас кто-то заберет и уведет. Для него это просто страшный сон, это ужас, это кошмар, это погибель его жизни, так можно сказать. Почему-то он прям уверен, что вас должны увести у него. Вот сидит и страдает, и ревнует, и опять же себя замотивировать не может. Ну, опять же, друзья вот эти нехорошие тоже очень сильно капают ему на мозги. Вы тоже, кстати, сидите, нервничаете, тоже там додумываете себе периодически. Да, но никто не делает первый шаг. У него нога перевернута, и у вас нога перевернута. Ну, что сказать. Так оно, конечно, еще будет длиться какое-то время. На нервы будет давить, я вижу. Особенно вы нервничать будете. Да и он очень сильно нервничает. А потом произойдет нечто. Нечто на чудо похожее, чудо-подобное. Смотрите, 3 человека. Вы мужчина и еще один человек, который, да и за какими-то способностями обладает. Может проводник, может медиум, может быть экстрасенс, может быть очень классный, крутой психолог.
У всех разная ситуация. Вот вижу третьего, третий как посредник. И именно третий вас с друг другом вот столкнет и сведет. Может быть, человек даже свыше задания получит, да, вас свести. Такая идея в голове родится, скажет: ага, все понял, задание принято. Что-то этот человек такое сделает, как-то вот прям постарается и вас сведет. Сведет. Либо благодаря этому человеку вы сойдетесь. Опять же, вы все разные. Но вот вижу, сторонняя помощь идет. Сторонняя помощь от третьего человека. Но человек явно под луной ходит. Но явно какая-то сила у этого человека есть. Что-то будет сделано, что-то будет организовано. И вы с вот этим вот мужчиной наконец-таки поговорите. Поговорите, договоритесь. И у вас, смотрите, большая завязка идет. Узелочек завяжется. Ну вот начало, это старт, начало ваших взаимоотношений. Я так понимаю, что без третьего никак не получается. Но, видите, высшие силы мудры. Небеса-то все видят, все знают. И помогут, простимулируют, подтолкнут друг к другу. Все будет, девочки. Вы, главное, так сильно не нервничайте и займитесь, пожалуйста, своим здоровьем. Кстати, если у вас именно чисто на психологии, да, проблемка вылазит по здоровью, тогда занимайтесь спортом. Вот спорт, он очень хорошо мозги промывает и очень сильно отвлекает от всех этих дурных мыслей, накруток, там, самогрызни, очень хорошо отвлекает. Вот. Ну и если какая-то другая проблема по здоровью, идите к специалисту. Не занимайтесь самолечением, не надейтесь на авось, либо само пройдет, так оно не работает, только ухудшает ситуацию, идите к специалисту. Вот. А по поводу мужчины, ну, господи, ну вот такой вам достался. Еще раз говорю, долго запрягает, потом быстро едет. Ну, подождите, потерпите, никуда он не денется, так же, как и вы от него никуда не денетесь. Вон, видите, вдвоем стоите, да еще по вашу сторону. Все будет по-вашему. Вот как вы хотите, так и будет. Вот, посланник небес вам поможет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Занимайтесь собой, своим здоровьем обязательно. И пусть все у вас будет хорошо, мои милые. Всем пока-пока.